Северная столица широко и с размахом отметила Масленицу. Несмотря на довольно-таки прохладную погоду, в старом городе на небольшой площади перед Кружало собралось немало горожан. Девушки в нарядных платьях раздавали угощения и делились хорошим настроением. Горожане от мала до велика участвовали в народных играх и потехах. Последний день масленичной недели – это прощенное воскресенье, последний день перед Великим постом. Артисты Русского драмтеатра имени Пушкина представили театрализованное представление «Масленица славная в гости к нам пришла». На этой же сцене горожане и гости столицы участвовали в различных конкурсах и забавах. Состоялись уже полюбившиеся народные конкурсы «Иван Иванович Самовар», народный конкурс частушек «Кто кого перепоет, удивит честной народ». Впервые на городском гулянии прошел конкурс на самое красивое чучело. Пришла Масленица, это значит уже скоро весна, это значит мы практически пережили нашу суровую северную зиму и с нетерпением будем ждать весны. Сегодня прощенное воскресенье, поэтому хочется, чтобы все наши горожане простили обиды, простили своих родных, близких, которых, может быть, которые их обидели, вольно или невольно. Сами попросили прощения у своих знакомых, у своих родственников, у коллег. Ну а от имени руководства города мы сегодня тоже просим прощения у наших горожан за то, что, может быть, что-то не доделали. И хочется, чтобы и нас простили, и мы вместе с нашими горожанами справлялись со всеми трудностями. Не обошлось и без традиционной конкурсной программы «Где блины, там и мы», проходившей в торговых рядах Кружало. На столах стояли всевозможные блины с начинкой и без, самые толстые и самые тонкие, большие и маленькие, красивые и оригинальные блины. Посетителей не оставила равнодушными выставка «Сударыня Масленица», где по доступным ценам можно было приобрести товары народного творчества. Завершилось народное гуляние традиционным обрядом прощания с зимой – сожжением чучела Масленицы.